Инту с рабочим визитом посетил депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Он побывал в нескольких общеобразовательных, дошкольных, культурных и спортивных учреждениях, проверил готовность организаций к началу нового учебного года, оценил ход ремонтных работ по обустройству сквера, провел ряд совещаний, вручил школьные ранцы будущим первоклассникам и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Коми. Первым социальным учреждением, которое посетил Александр Николаевич, стал детский сад «Белочка». В этом году дошкольное учреждение отметит юбилейную дату. Недавно к садику присоединился «Василек» – сад компенсирующего вида. Специализированное дошкольное учреждение посещают 65 малышей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта по развитию арктических муниципалитетов и поддержки депутата Госсовета Республики Коми Инта получила субсидию. Детский сад смог приобрести долгожданное и очень необходимое оборудование и пособие для развития и оздоровления детишек. Сделали полностью демонстрационный зал для того, чтобы отобразить все, что мы получили в рамках арктической зоны. Наше оборудование аж на целых 3 миллиона, даже не верится. Но эта сказка превратилась в явь. То, что начиналось все с нашего любимого синоптофора, то, что требуется для офтальмологических групп, для деток с нарушением зрения. Синоптофор мы получили, но к нему и различные интересные вещи, которые связаны с офтальмологией, макулостимулятор, цветотест для бинокулярного зрения, проверки, аппаратом АТОС с приставками Рубин и Амблио, также и аппарат Рота. На самом деле этот вопрос прозвучал еще в 2020 году. Речь тогда шла только о синоптофоре. А в рамках работы уже над арктическими субсидиями он вылился в 3-миллионный проект. И сейчас все компенсирующие группы детского сада и 65 деток будут иметь доступ к этому. Это чрезвычайно важно. И я согласился с вашей формулировкой, что это грандиозный проект, потому что для детского сада это действительно уникальное приобретение и необходимое. Очень надеюсь, что все это будет сохранено и будет эффективно использоваться на территории, в детском саду бывшем «Василек», а сейчас общий комплекс «Белочка». Но коллектив, персонал очень рад, и я вижу, что это попало в надежные руки. Мы в гостях в детском саду «Белочка» по адресу Мира 15А. В этом здании у нас воспитываются, развиваются 65 детей. Категория детей – это дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, с такими детками образовательная программа должна быть подстроена под коррекцию, под компенсацию таких моментов в здоровье. Да? И поэтому, конечно, здесь должны работать не только специалисты, не только с их желанием, профессионализмом и желанием помочь детям и с их опытом, но еще и с специальным оборудованием. Что касается оборудования, то, конечно, вопрос был очень сложный. Но на самом деле приобрести, во-первых, сумма очень большая, огромная сумма. Во-вторых, набор достаточно такой широкомасштабный, да, разноплановый для разных детей, с разным диагнозом. Поэтому вообще вопрос об обновлении оборудования и приобретении современного оборудования для таких деток, он стоял очень давно в нашем городе. Вот я сколько помню, работая в партии «Единая Россия», там постоянно писали и во фракцию, и обращались на комиссии на социальные, и обращались к главе. Все понимают важность, но, к сожалению, найти такую программу не представлялось возможным. Несколько раз когда приезжает к нам Александр Николаевич, он всегда собирает нас, и, конечно, мы всегда несем наказы избирателей. И я, как представитель образования, конечно, всегда шла к нему с наказом приобрести такое оборудование, помочь. Искали поставщиков, искали, где изготавливаются такие препараты. И слава богу, все-таки в итоге сегодня мы, можно сказать, презентуем, да, такое оборудование. Конечно, мы обязательно покажем родителям, мы все это расскажем нашим специалистам. Очень хочется, чтобы познакомилось с таким оснащением достаточно большое количество заинтересованных людей. И думаю, что в детском саду не только реклама, но прежде всего
результат работы с детками. Вот оборудование, еще раз хочу сказать, да, очень дорогое. Помог нам Александр Николаевич Попов. Спасибо ему огромное. Спасибо фракции «Единая Россия». Спасибо всем, кто помогал, вне зависимости от того, причастны к детскому саду или нет. Ну вот сегодня мы, конечно, видим оборудование, и очень хотелось бы в конце учебного года, который только сейчас начнется, но уже закидывая немножко наперед нашу перспективу, посмотреть, как дети занимаются на этом оборудовании и какой результат. Мы уверены, что результат будет замечательный. Мы хотим поздравить с этим приобретением не только детский сад, но и родителей и детей. И сказать огромное спасибо Государственному совету Республики Коми. Сотрудники детского сада получили большой перечень полезных тренажеров, приборов и аппаратов. Часть устройств предназначена для определения остроты зрения, лечения и профилактики косоглазия. Макула-стимулятор стимулирует сетчатку глаза с помощью вращающейся частотно-пространственной контрастной решетки. Цветотест предназначен для определения характера и степени расстройства бинокулярного зрения. Большинство приборов имеют достаточно простое техническое исполнение и управление, а также компактный размер, что гарантирует их долговечное использование. Чтобы не было у ребенка способность, например, один глаз лучше, другой хуже видит, также это восстанавливает и коррекцию косоглазия. То есть, да. Ну, это больше, конечно, есть лечебный эффект, но здесь первоочередное идет это вовремя постановлен диагноз и профилактическое мероприятие, чтобы тренировать мышцы. Также детский сад получил несколько наборов Монтессори, предназначенных для раннего развития детей дошкольного возраста и организации игрового пространства. В наборы входят различные пособия, развивающие логику, внимание, память, мелкую моторику и мышление. У каждого ребенка заложен огромный потенциал для саморазвития. И задача педагогов – создать условия для запуска этого потенциала. Вот это все оборудование, это именно условия. То есть ребенок приходит, выбирает себе то, чем он хочет заниматься здесь и сейчас. А педагог уже выступает в роли наблюдателя, координатора и помощника, если это нужно. В комплекте нового оборудования АМО-АТОС физиотерапевтический аппарат для электростимуляции и магнитотерапии бегущим магнитным полем и несколько интерактивных зеркал логопеда. Это современные тренажеры для проведения логопедической работы с целью коррекции звукопроизношения у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Он регулируется по высоте, наклон можно изменять. Краешки, вы видите, обшиты у нас мягким материалом, что делает работу ребенка безопасным. Как Нина Александровна сказала, можно работать индивидуально с ребенком, педагог с ребенком, и можно работать до 6 детей одновременно с подгруппой. При этом у каждого ребенка будет свое местечко и будет свое задание на экране. То есть, давайте мы с вами посмотрим. Здесь уже предустановлена программа логопедическая для преодоления общего недоразвития речи. Назовите букву видите, на уже экране. озвучено. Какой звук она обозначает? Назовите картинку, название которой заканчивается на этот звук. Отвечайте по очереди. Вот каждый ребенок может встать, видите, картинки большие, все хорошо видно. Также может работать и один ребенок. Сейчас попробуем еще. Рассмотрите картинки. Один ребенок с педагогом или Распределите два. их на группы. Можете попробовать Назовите картинки каждой группы одним словом. Ну, допустим, шапка – это у нас головные уборы. Я веду все правильно. Если я делаю ошибку, видите, красный квадрат загорается и задание не выполнено. Тренажер логопедический для развития речи. Состоит он из монитора, за которым работает педагог черненький, и вот это интерактивное зеркало, за которым самостоятельно работает ребенок. Работает он с помощью вот таких мягких мячиков, управляет здесь на экране. Ему не нужна мышка, ему не нужно пальчиком нажимать, он выполняет задание, является активным участником процесса, задание ему дает педагог за своим монитором. Здесь существует система ошибок. Если ребенок неправильно произносит звук или выполняет неправильное артикуляционное упражнение, она дает ему сигнал. Я вам покажу сейчас. Вот, допустим, пальчиковая гимнастика. Вы можете смотреть, да, и выполнять следом, попробовать видео. Не так просто, как кажется. Не
просто, да. Световые столы для рисования песком предназначены для развития мелкой моторики, улучшения работы памяти, развития художественно-эстетического вкуса, внимания и мышления, развития коммуникативных навыков, речевой активности. В нашем детском саду 7 групп компенсирующей направленности. Это логопедические группы, группа для детей с нарушением зрения, группа для детей с задержкой психического развития и группа для детей со сложным дефектом. В каждой группе по 10 детей, за исключением группы со сложным дефектом. Там только деток 5. Конечно, это оборудование для всех групп, я думаю, подойдет. Вы видели, с каким интересом даже взрослые люди играли, пробовали в песочницах, играли за логопедическим столом. Конечно же, детям будет интересно. А будет интерес, будет вовлеченность в образовательный процесс. Соответственно, будет и результат. Оборудование новое, современное. Современный ребенок требует современных подходов. И я думаю, оно пригодится всем. Все специалисты будут рады, родители, конечно же, ну и дети. Тактильный комплекс «Солнышко» представлен в виде деревянных модулей, которые можно скреплять друг с другом в разных вариантах. Хождение по ним учит ребенка держать равновесие. Поверхность выполнена из материалов разных фактур, что способствует развитию тактильных ощущений. Здесь очень простая сборка, с которой справится даже ребенок. То есть ребенок, приходя на занятия, может сам придумать и сам построить ту дорожку, по которой он хочет сегодня походить. Да, по своему замыслу. Либо он прямую делает, она может делать зигзаг, либо она вот какую-то замкнутую прямую, ту вот, которую он сегодня придумал. Это, конечно, очень ценно. Такое специализированное оборудование, оно предполагает, что и специалист на нем будет работать, не обычный воспитатель, да? А специальные знания, навыки у человека должны быть и образование соответствующее. Поэтому в детском саду по этому адресу работают у нас педагоги-психологи, учителя логопеды, учителя-дефектологи. У нас здесь работает инструктор ЛФК, инструктор по физической культуре и еще сестра-ортоптистка, которая занимается на аппарате для коррекции зрения. Поэтому специалисты есть, желание есть, оборудование есть. Ждем детей, ждем начала открытия учебного года и в добрый путь. Оборудование для групп для детей с нарушением зрения занимается им медсестра-ортоптист. Для деток с логопедическими нарушениями световые столы подойдут. Развивающие наборы Монтессори подойдут для всех детей. Логопедические столы, конечно, больше подходят для работы логопеда, чем дефектолога. Но также практически со всем оборудованием может заниматься и воспитатель. Какую несут они пользу? Ну, это развитие мелкой моторики абсолютно. Все пособия, развитие речи. Даже играя с песком, ребенок ведь озвучивает свои действия. Он развивает свою речь, развивает воображение. Традиционно накануне нового учебного года депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов посетил несколько общеобразовательных организаций. В гимназии номер 3 за лето были обновлены коридоры 1 и 2 этажей. Здесь выполнен полный косметический ремонт. Покрашены стены, побелены потолки, а также произведена замена выключателей освещения и частично смонтированы новые светильники. В одном из крыльев ремонт в стадии завершения. Помимо этого были выполнены ремонты 2 классов для начального звена. Малышей, которые в этом году идут в 1 класс, ждут обновленные кабинеты. В рамках государственной программы «Доступная среда» в учреждении установлен мобильный телескопический пандус. Ну, что вы в следующем году будете делать? Нам 3-й этаж надо сделать, и нам надо сделать холл. Вот эта вот часть тоже, как говорится, чтобы уже полностью было красиво совсем. Хочется, чтобы все было красиво. Косметика, никаких таких серьезных? Нет, критических таких, вот, чтобы что-то там падало, рушилось, такого нет. Как говорится, все вот в норме. Ну вот именно косметика. Это план на 25 год. В гимназии номер 2 выполнен большой косметический ремонт в спортивном зале учреждения и в кабинетах для первоклашек. На 2 этаже в галерее образовательного учреждения постелили новый износостойкий и отвечающий требованиям линолеум. В 8-й школе по программе «Народный бюджет» благоустроена прилегающая территория к образовательной организации. Здесь обустроили пешеходные тропинки от ворот ограждения до входа в школу. В сентябре учащиеся пойдут на занятия по новым тротуарам.
Что сделали дорожки благодаря народному бюджету, очень признательны за это, потому что на самом деле это была у нас настоящая боль, особенно в осенний период, весенний, когда да, грязь была. Сейчас что мы хотим сделать? Мы хотим сделать, попробовать, условно говоря, вот эту часть постараться озеленить, да, чтобы более-менее нормально в этой части было. Ну и, соответственно, дальше участвовать в проектах, чтобы вот с этой вот некрасивой территорией дальше разобраться. Потому что на это вот деньги хватило, и теперь вот эту часть хотелось бы хотя бы заделать. Тоже будем выходить в народный бюджет, и в другие программы. Проектом интересно, то есть надо понимать, чему будет это все, да? Но еще хочется, помимо не просто облагоустроить, чтобы здесь еще для детей что-то интересное было, да. Вот мне понравилась бюджетная инициатива в садике, там МАФы так называемые, да, то есть у нас тоже дети из начальных классов, вот тоже попробовать в этом проекте поучаствовать. Мы, конечно, готовимся, не знаю, получится нет, но, по крайней мере, пытаться будем. У педагогического коллектива много планов. Учителя вместе с детьми стараются принимать участие в разных программах. В рамках программы инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» старшеклассники вместе со своими наставниками смогли реализовать проект «Школьный музей. Создаем историю сами». Школа получила необходимые средства на покупку специальных витрин, музейных прилавков, стендов и мультимедийного оборудования и оформить познавательные экспозиции. Сейчас в рамках наказов избирателей 8-я школа реализует всероссийский проект «Самбо в школу». Весь необходимый спортивный инвентарь и формы для его реализации уже приобретены. В ближайшие дни специалисты приступят к монтажу и оборудованию помещения. Всего в этом году на укрепление материально-технической базы всех интинских учреждений образования из местного и республиканского бюджетов выделена субсидия в размере почти 5,5 миллионов рублей. Дополнительно каждое учреждение за счет собственных средств выполняло ремонтные работы. Все интинские учреждения образования практически полностью готовы к приему детей. Остались последние штрихи и генеральная уборка помещений. Руководители и коллективы садов и школ приложили для этого максимум стараний. Мне кажется, что в этом году объем выполненных работ по разным направлениям финансирования, безусловно, заметно выше, чем в предыдущие годы. И удалось реализовать то, что раньше не удавалось. Но, тем не менее, сегодня, проходя по школам, мы видим результаты предыдущих лет, которые отработали уже сезон-два, и они в хорошем состоянии. Нерешенных вопросов еще есть. То есть каждый год появляется что-то новое, нужно. Жизнь не стоит на месте. Но в целом подготовка интинских школ к учебному году я удовлетворен. В рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу», которая проводится ежегодно партией «Единая Россия», представители местной и республиканской власти в торжественной обстановке вручили детям героев, участников специальной военной операции «Школьные ранцы» с необходимыми канцелярскими товарами. В этом году ребята пойдут в 1 класс. Уважаемые родители, дорогие дети, вы стоите на пороге очень важного события в вашей жизни. 2 сентября вы пойдете в школу. И от того, как вы туда зайдете, с какими ощущениями вы закончите первый день, будет зависеть то, как вы будете учиться, как вы будете постигать знания, какими людьми вы вырастете. Я уверен, что у вас все получится. Вы будете хорошо учиться. Вы будете заниматься спортом, искусствами, музыкой. Вы будете петь, рисовать. Вы будете всесторонне готовиться к большой взрослой жизни. Сегодня, когда отцы и мужья ваши выполняют сложную, тяжелую, но очень важную для всех нас, для всего государства, для всего общества работу, мы сочли необходимым поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу». И сегодня вручить первоклассникам, всего таких 10, но сегодня у нас здесь 5, 6, да. Вот. Мы приобрели для вас ранцы, наполнили их содержимым. В этом участвовал и я, и Мария Николаевна, и Елена Викторовна.
это важная работа. И мы понимаем, что вот школа дает начало всему. Мы желаем вам успеха, желаем вам пятерок, желаем вам хороших друзей, желаем вам стоять друг за друга, помогать друг другу, чтобы в этом школьном коллективе вы научились строить свои отношения в дальнейшей жизни. Еще раз говорю, уверен, что у вас все получится. Важно вам сейчас помнить, что, я считаю, что все, кто отцы ваши выполняют там сейчас воинский долг свой перед Родиной, что вы дети героев. И вы должны это осознавать. То есть вести себя в школе соответствующе. И отцы для вас это пример не только для вас, но и для всех нас. Удачи вам, успехов в учебе, набраться знаний, сил, твердости духа, успехов вам во всех ваших начинаниях. Сегодня собрать ребенка в школу весьма затратно. Содержимое рюкзака точно пригодится в школьной жизни. Акция «Собери ребенка в школу» проходит уже не первый год. Она получила много положительных отзывов, в том числе от жителей сельских населенных пунктов Интинского округа. Ценный подарок к началу нового учебного года получило музыкальное отделение детской школы искусств. Фасад здания учреждения культуры заметно преобразился. Благодаря проекту «Наказы избирателей» и поддержке депутата Госсовета Республики Коми Александра Попова долгожданная мечта преподавателей и их учеников по замене старых окон на новые осуществилась. Были заменены 15 окон, 4 на первом и все на втором этажах. Бригада строителей из Сыктывкара уже завершила работу. Объем ремонта предстоял достаточно большой, но специалисты подрядной организации уложились в срок. 2 сентября педагоги с учащимися начнут занятия в светлых и теплых классах. Новые пластиковые окна установлены в кабинетах домры и балалайки, аккордеона, ударных инструментов, вокала, скрипки и в концертном зале. У нас идет замена деревянных конструкций на оконные блоки из ПВХ в музыкальном отделении. Весь по фасаду 2-й этаж и 4 окна на 1-м этаже. Работы выполняет компания «Северные окна» из города Сыктывкара. Выделено нам по наказам избирателей 1 000 000. Аукцион составлял 895 тысяч. И срок окончания работы 31 августа. Сегодня начали первые 2 окна. Зданию музыкальной школы уже 65 лет. В 2012 году в данном учреждении культуры проводился капитальный ремонт фасада. Тогда были оштукатурены и покрашены стены. Окна, к сожалению, остались старые. За это время конструкции изрядно износились. Восстановить их уже не представлялось возможным. К сожалению, сначала мы фасад сделали, а потом меняем окна. Я думаю, что фасад частично пострадает. Здание 1959 года постройки, окна не менялись никогда. Поэтому они, во-первых, очень большие, с трещинами, сгнившие рамы. Мы, конечно, очень боялись, переживали. И Александр Николаевич сделал все возможное, чтобы это случилось. Мы очень рады. Спасибо нашему замечательному родному интинцу. Здание историческое. И горком партии в 1975 году переехал на площадь. А здесь организовали музыкальную школу. Это было очень давно. Я думаю, что для Интинской школы искусств каждое ее помещение имеет свою историю и свое значение. Но это действительно самое уникальное, и оно связано с тем, что здесь работали такие выдающиеся люди, как Иван Павлович Морозов, столетие которого мы будем отмечать. И когда Елена Викторовна обратилась ко мне с предложением: давайте попробуем заменить окна. Причем мы оба к этому идее относились достаточно скептически. Но она состоялась, и с учетом того, что в прошлом году сюда было поставлены и музыкальные инструменты, и столы, стулья, и сейчас такой завершающий штрих, завершающий большой восклицательный знак. Я надеюсь, я вижу, что работа кипит, людей немного, но эта работа такая, она не требует массовки, она требует индивидуального подхода. Я уверен, что этот наказ точно будет выполнен. Я благодарен Елене Викторовне и подрядчикам за то, что они сконцентрировались и
очень оперативно. Утром я проезжал с вокзала, еще не было той картины, которая сейчас. Сейчас вот 12 часов. Благодаря депутату Госсовета Республики Коми Александру Попову и проекту «Наказы избирателей» в интинских учреждениях культуры, образования и спорта совершенствуется материально-техническая база. Закупается новая мебель, спорт-инвентарь, музыкальные инструменты, проводятся масштабные ремонтные работы. Благоустраиваются общественные территории. Перечень наказов разнообразен, и Александр Попов внимательно следит за их исполнением. В ходе двухдневного рабочего визита в Инту представитель республиканской власти посетил общественную территорию на нечетной стороне улицы Кирова между домами 27 и 29. До конца месяца здесь должно быть завершено обустройство сквера. Подрядчик выполнил большую часть работ. Разбил территорию, очистил ее от деревьев и старых, уже вросших в землю бетонных конструкций. Выровнял и установил бордюрный камень по периметру. Завершил монтаж 7 столбов освещения и уже приступил к укладке плитки. В ближайшее время ожидается поставка 8 скамеек, 5 из них будут с навесом. Стоимость работ составляет чуть менее 5 миллионов рублей. Работы выполняет местная организация. Контракт выполняется, я думаю, вовремя успеем. Ну, может, немножко небольшая задержка. Тут связано с погодными условиями из-за этого. Потому что выкладываем плитку на данный момент, на данном этапе. Конечно, ну, такой щепетильный труд достаточно, потому что надо все положить ровно, чтобы не было там потом вопросов никаких. Да, на сегодняшний день вот, отсыпана территория, установлены бордюры, бордюрный камень. Отсыпана территория, выровнена кусочек небольшой, как вы видите. Вот. Ну, в принципе, все. Ждем декоративные скамейки. Урны уже на месте. Вот. Осталось только скамейки. Дождался и все. И в принципе все. Вообще контракт у нас до 30 августа. Освещение мы уже сделали полностью. Сейчас оно работает, все функционирует уже. В вечернее время можно проехать посмотреть. Если говорить об истории, то инициатором этого сквера была Павла Ивановна Клишевич, почетный гражданин города, строитель. Она начинала свою деятельность в строительстве Инты вот в этом общежитии на Кирова 29. И это было ее пожелание. Она ушла из жизни, и ее родственники мне напомнили о том, что она как бы хотела этого, просила этого. Конечно, логистика и доставка всего в Инту вызвала задержку реализации этого проекта. Но вот сейчас руководитель конторы подрядчика сказал, что в принципе все размещено, просто может быть задержки по поставкам, скамеек в частности. Каждый видит по-своему. Наверное, кто-то скажет, что это мало. А то, что вообще в городе появляются такие зоны, где люди могут просто присесть, отдохнуть, подумать о смысле жизни, это важно. Поэтому главное, чтобы это завершилось, и чтобы это завершилось к юбилею города. 22 августа депутат Госсовета принял участие в мероприятиях, посвященных Дню образования Республики Коми и Дню государственного флага Российской Федерации. Двойной праздник для нашего региона Александр Попов отметил вместе с интинцами, своими земляками.